На вулиці 30 планшетів. На кожному особа зі своєю історією поспіху. Кожний стенд – візитовка проєкту, які отрималося реалізувати. Економіка і екологія, енергоефективні технології і інклюзія. Реалізація ініціативи як спроба змінити навколля у ліпший бок. Один з таких ентузіастів – Дмитрий Буронкин. Идея проекта состоит в том, что Брасовский район может сегодня взять на себя обязательство стать первым климатически нейтральным городом в Беларуси. Довольно амбициозная цель. Цель предполагает под собой понижение количества выбросов углекислого газа до такого уровня, чтобы брасовские леса могли нивелировать вот весь остаток. Чтобы Браслов выбрасывал ровно столько, сколько нивелируют его леса. А вот Александр Курилович курирует проект по социальным предпринимательству. Стало понятно, что в нашей стране не так много есть компетенций именно в плане обучения социальному предпринимательству. Поэтому благодаря вот этому мини-проекту нам удалось как раз привлечь международных экспертов для обучения тренеров. То есть таким образом мы как бы рассчитывали как раз усилить эффект, то есть обучив тренеров, которые дальше смогут эти обучающие программы внедрять в свою практическую жизнь, в свою практическую сферу. Ну, что, в принципе, так у нас и произошло. Примерно 30 миллионов евро в год Европейский Союз тратит в Республике Беларусь на самые разные идеи и проекты. То есть это и студенческие обмены, это, и, как я уже сказала, какие-то природоохранные, там, тропы, агротуризм, это местное развитие, это макроэкономика. Серед адресатів допомоги і наша область. Так, у Бресті з'явилася установка для переопрацовки драўляных відходів. У Бярозі замяняють вулічне освітлення. Атрымальнікам тэхнічнай дапамоги Євросоюза у розныя гады таксама становіліся Кобрын і Баранавішы. Ёсць планы на будучыню і ў галіне энергаэффектыўнасці. Рассматривается большая программа по энергоэффективности. При этом пилотными областями выбраны две – Брестская и Гродненская, как области, наибольшим образом сотрудничающие, граничащие с Евросоюзом. Поэтому со следующего года мы будем объявлять конкурс проектов для исполнительных комитетов разных городов. То есть может поучаствовать как Брест, так и маленькие города. Выстава працягнецца до конца кастрычніка. Арганізатары спадзяюцца, прыклады гэтых людзей змогуць натхніць і іншых. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».